Весной наступает не только долгожданное потепление. На улицах появляется все больше бродячих животных. Стаи собак, разгуливающие по Якутску, вызывают страх у прохожих и порой мешают движению. Иной раз звери нападают. С подробностями Лев Нетесов. Студент речного училища Андрей лишний раз не выходит на улицу. Дело в том, что 5 лет назад, когда он был еще школьником, его укусила собака. После чего работникам травмпункта пришлось нанести 10 швов. Несмотря на то, что случай произошел давно, он оставил после себя последствия. Есть страх небольшой, то, что может укусить. После этого, правда, еще раз собаки кусали. Вот. То, что все равно страх есть. Особенно, когда первый год. Очень сильно даже от маленьких собак шугался. Андрей не единственный человек, который пострадал от нападения собак. Каждый год подобные случаи возникают, а иногда и со смертельным исходом. Сезонный подъем у нас отмечается, получается, вот с марта по апрель. Зимой, конечно, у нас резко идет сокращение этого, там идет сезонный спад. Ну, это отчасти зависит еще от того, что люди теплее одеваются, то есть иногда одежду не прокусывают. Но зима подошла к концу. Жители города начнут одеваться легче, и проблема присутствия безнадзорных собак на улицах станет опасней. Отчасти проблему решает пункт передержки, специалисты которого выезжают на отлов бездомных животных по заявкам жителей. Их телефон вы видите на экране. Но бродячие животные – забота не только пункта передержки. Горожане подкармливают собак возле столовых, на конечных остановках. Вот, например, в медцентре очень много собак. Там же кафе рядом, и люди идут и выкидывают. Они знают, что их там кормят на этом пятачке, и будут там постоянно. Еще излюбленным местом обитания животных являются переполненные санитарные точки, где, как правило, им есть чем поживиться. Чтобы избежать скопления собак в таких местах, всего-то надо вовремя убирать мусор, а для этого есть компетентные службы. Управляющая компания, конечно же, несет большую ответственность, так как должна убирать вовремя мусор, санточки очищать. Тогда, естественно, будет меньше бродячих собак. Но также и город должен делать это со своей стороны в соответствии с законом. Людям стоит задуматься, мусор – это не только грязь, но еще и ареал обитания безнадзорных собак, что само по себе уже становится источником опасности. А если вы решили обзавестись домашним питомцем, то прежде помните, что вы несете за него полную ответственность. Лев Нетесов, Василий Соловьев, Василий Слепцов, НВК «Саха», Якутск.